Да, да. Ой. Сюда, да? Нет, наоборот. Куда наоборот? Да. Рядом? Да. Итак, дорогие друзья, как вы можете видеть, мы уже сели в автобус и поехали до нашего пункта назначения. А куда мы едем, я расскажу вам чуть подробнее в данном видео и объясню, что к чему. А вообще я хочу сказать, что как бы мы довольно долго ждали этот автобус, и да, я буду повторять это видео не один раз, потому что мы довольно долго ждали данный автобус. Мы, наверное, ждали где-то минут 20, может 15 минут. Но, тем не менее, автобус оказался удобным, и наши ожидания оказались не напрасными. Более того, я считаю, что 15-20 минут – это нормальное время ожидания для такого маршрута, как 19, учитывая, что это был не рабочий день. Это был не рабочий день, соответственно, это время не час пик, ничего такого. Это был самый обычный выходной день, обычная первая половина дня, в которой мы поехали на этом 19-м автобусе, чтобы снять для вас это видео. А пока мы едем, также хочется добавить, что нам потребовалось время, чтобы оплатить проезд. Поясню, что я имею в виду. Нам пришлось довольно долго разбираться с валидатором в автобусе, так как этот автобус работает без кондуктора. Несмотря на то, что я лично знал, как работает валидатор, я знаю это прекрасно. Тем не менее, у нас возникла небольшая путаница, и мы не могли довольно долго оплатить проезд, точнее, даже как нам потребовалось несколько билетов, а как вы знаете, возможно, валидатор, по крайней мере, валидатор в этом автобусе, он не выдает несколько билетов одновременно. То есть 60 секунд надо подождать по-любому. А так как нам потребовалось, еще раз повторюсь, несколько билетов, то пришлось подождать. И как бы мы подождали, оплатили проезд и спокойненько поехали в свой пункт назначения, чтобы снять для вас это видео. Надеюсь, оно будет интересным. Конечно, я не буду скрывать того факта, что видео получилось довольно долгим. И, к сожалению, это так. Видео довольно долгое, и в следующий раз мы будем более корректно я буду монтировать, а мы более корректно будем снимать. Потому что в этот раз видео реально очень долгое, но я еще, конечно, как бы, если мы будем учитывать, что я вырезал некоторые моменты из видео,
А пока мы едем, давайте я скажу вообще, на какой маршрут мы сели. Мы сейчас сели на 12 автобус от остановки торговый центр «Медведь» и едем до остановки ЖК «Цветочный город». Сегодня длинный маршрут предстоит. Сейчас вот продолжаем ехать по улице Пушкинской. Стадион «Динамо». Да? Ты вообще знаешь, как 19-й ходит? Так-то знаю примерно, как он Остановка. Стадион «Динамо». Остановка. Уважаемые пассажиры, не забывайте свои вещи. При обнаружении посторонних предметов не трогайте и не перемещайте их. Пожалуйста, немедленно сообщите о них кондуктору или водителю. Вот этот автобус из Перми. Я помогу вам, если что. Чем ты поможешь? Нас сегодня много. Сейчас снова тебе помогу. Я буду эту сторону снимать, там народу много. Да, Там снимают. там снимают. Да. У тебя будет почти панорамная съемка. Следующая остановка. Центральная площадь. Сейчас будем пересекать улицу Бородина. Она будет около вот этого, да, где площадь центральная. А вот здесь улица Красноармейская пересекается. Остановка. Вот это Бородина. Центральная площадь. Через эту улицу можно Не выйти забывайте на о том, Максима что льготный Горького. проездной билет Вот так вот. необходимо предъявить вместе с документом, подтверждающим право на предоставление льготы в развернутом виде. Можете не беспокоиться, там это большая снимаю. Я воспользовалась моментом, когда двери свободные. Центральная площадь. Елку поставили уже? Следующая остановка. Карта стоит. Мне спокойно Смотри, сколько будет снега ударом. Да. Это привезли. Это Снегу привезли искусственный специально. снег, да? Нет, привезли, чтобы что-то из него лепить. Пересекаем улицу имени Наговицына. Ну, вот там она была же, да, уже. Скоро будет переулок широкий. Медная была, где она? Где она? Она с той стороны, по-моему. Остановка. Она. Уважаемые пассажиры, будьте бдительны. В общественном транспорте не исключены случаи карманных краж. Пока мы на остановке стоим, я хочу сказать, что мы очень долго ждали этот автобус. Очень долго ждали. Мы уже и расписание посмотрели, и в итоге дождались. Очень долго ждали.
А, вот это, по-моему, да? Ты ему кошелек. Вы тоже можете комментировать, если своего голоса не боитесь. Магазин тысячи мелочей-то есть сейчас? Нет? Вот я тоже смотрю, пытаюсь Где-то знать. тут, Все, проехали мы его. где-то здесь. Магнит. Сейчас мы будем пересекать улицу Киева. Увидим трамвайную линию. Вот где-то здесь, Остановка. Улица Кирова. где-то здесь и не надо. ИПАПАТ приглашает на переподготовку водителей с категории Б и С на категорию Д. По окончании курсов гарантированное трудоустройство, белая зарплата и полный спокой. Спешите узнать подробности по телефону 45 54 25. Количество мест ограничено. Следующая остановка. Городская администрация. Как-то это не страшно, когда через окно. Но я надеюсь, на видео это тебе не так страшно будет это смотреть. Через окна я нормально. Ну ладно, ладно, значит не все потеряно. Какие красивые дома. Очень. Сейчас будет городская администрация, да? Вот, сейчас будет она. Сколько много ЖК. Пока мы на светофоре стоим, я немного хочу рассказать, как правильно оплатить проезд через валидатор. Это автобус без кондуктора. Видите, тут у нас валидатор стоит. Городская администрация. И к этому валидатору нужно приложить карту, и вам этот валидатор выдаст По билет. окончанию курсов гарантированное трудоустройство. Если вам нужно несколько билетов, не прикладывайте карту 10 раз. Подождите 60 секунд, и ограничение снимется, и тогда можно еще один билет получить. Это наличным расчетом нужно обратиться к водителю по время остановки. Следующая остановка. Улица Холмогорова. Ленар, я надеюсь, ты в долгий ящик не закинешь эту съемку. В этом году разместишь. Я постараюсь, потому что вот у меня с расписанием что-то не сложилось. Вот что-то я считаю себе. Давай к Новому году. Ага. На Новый год будет такой подарок. Да, на конечно, виде. конечно. Когда сам снимаешь, особенно интересно смотреть результаты своего труда. Сейчас мы
Повернем на улицу Холмогорова. Ну, не бываешь у тебя заезжать. Сегодня дороги свободные. Ну, выходной день, чтобы все дома сидят. Он допоносил. Ага. Сейчас еще выйдем. Вы можете на светофоре не прекращать съемку, восстановлять паузу. Я всякое делаю, не переживай. Ну, потому что когда один новый фермент, это не очень много. Нет, У меня в аптеке, скажи, нет, такси будем звонить. в смысле, У меня ведь едет быстро. позвони, не переживай, у меня телефон тоже есть. Я сегодня только специально смотрю. Хотя сам тоже ходил снимать что-то. Зачем надо было так долго ехать? Ну, потому что видишь, что этот автобус окольными путями идет. Если первый троллейбус ходит прямо, вот так вот, видимо, мы уже заехали, да, и на Холмогорова? Сейчас повернем, что Остановка. Улица Холмогорова. Он уже сыро становится, что-то идет мелкое такое. Дорога уже там сухая была, а здесь уже все. Здесь 28 еще ходит. Сейчас будет вот 83-я школа, а далее мы перейдем на улицу Уманская. И будет остановка микрорайон Северный. Помните, мы здесь, ну не мы, а как мы там были уже в мае этого года. 12 мая. Да, и этот маршрут тоже там проходит. На Холмогорова, наверное, еще какая-то остановка у нас будет. До Северного-то еще микрорайона. Нет, две остановки. Техника. Техника. Нет, там нет такого. Нет? Две остановки. Сейчас потом поворачивает он Вон улица Холмогорова уже, по-моему, да? Ты здесь еще не был? Здесь еще не было. Ну, как мы здесь были, вот там. так, Такси приезжали немножко. вот сюда, как проходить, как называется, ПНК. А, все, На такси только. Ну вот, ну, не на такси, а мы на 19 автобусе тоже ездили. Уважаемые родители, будьте внимательны во время поездки в общественном транспорте с детьми. Нет. Безопасность детей – ваша ответственность. Не оставляйте их без присмотра во избежание Да, падения или других несчастных тут случаев. очень много народу, Дети до 7 лет то должны есть располагаться не на очень местах много, для но сидения на коленях заходит, родителей. не очень удобно снимать. Чтобы никого не смущать, Да, мы будем в окно снимать. да. Но у нас еще никогда не было опыта, чтобы кто-то что-то говорил нам. Ну, лучше не злоупотреблять. Вот такие же синие дома, по-моему, на Ленина есть, да? Да. Где Следующий. роботехника. Остановка. Так Микрорайон называемой ленинградской планировки. А, да? А,
вот так вот очень здорово, когда ты снимаешь, и при этом там видишь город. То есть я поэтому маршруту еще не ездил. В улицах нормально не ориентируюсь. Могу ошибаться. Уж простите. Учитывая, что ты все изучал теоретически, на практике у тебя неплохо получается ориентироваться для первого раза. Ну да. Да, вот она. Знаменитая Вот, остановка, да. на которую мы ждали. Какой 14-й автобус? Ой, 14-й троллейбус. Да, мы сели на второй, доехали до сюда, а потом еще троллейбус ждали. Улица Уморская. Сейчас будет северный микрорайон, далее ремонтный завод, сокращенно ремзавод. Но там есть остановка ГИБДД, но она используется для огородных автобусов. Остановка. Микрорайон Север. Вот Напоминаем, что ТЦ неподъемные «Молочник». студенческие и школьные билеты не дают права на проезд по льготному проездному. Мы здесь тоже были. Отсюда вы садились на штрасс. Нет, я не видел вообще. Уже Раньше когда. да. Конечно, были здесь. На стабилизатор-то удобнее снимать. Но, как видите, Ольга справляется с рук Следующий. замечательно. Остановка. Ну, мы бы тоже справились. Но вот со стабилизатором удобнее. Удобнее. Единственное, Ольга комментировала, а сейчас она что-то это очень. Не трясет, да? Да. Съемка. Как будто стоишь. Да. Ну, меньше, да. Ну да. И не так страшно уронить телефон. Но если иметь опыт должный, то страшного телефон не будет. У нас вот, например, Людмила, она прекрасно снимает селфи. Прекрасно. Да, сейчас увидим здесь у нас госавтоинспекцию. Главную, это как она, центральная называется, да, или как центральная ГИБДД. А пока едем по лесу. Один лес. Нет, по лесу. Мимо леса. А вот и ГИБДД сейчас будет. А вот Вот это это. поворот на Славянское шоссе. Я вчера по нему ехала. Да, Старомихайловская. Как хорошо, что на дороге Остановка. не так много машин. Ремзавод. Вот заезжаем на Вакинское шоссе. Полный соцпакет и выплаты подъема. Иногородним частично компенсируем расходы на жилье. Звоните 45 54 25. Да, очень здорово. Если бы мы еще не ждали так долго, было бы вообще замечательно. Ну ладно, хоть низкий поехал. Да, ведь? Ну, они на этом маршруте в основном все низкие. Наши ожидания оказались не напрасными. Не сильно долго, да, ведь? Да, и автобус удобный. Это пермский автобус. Вот он из Перми. Ну, в Перми была немного другая окраска именно по самого автобуса. Там был красно-белый, что ли, цвет, а здесь у нас фирменные ижевские цвета. Будем знать.
кавычках. Почему? Меня здесь высаживают постоянно. Здесь у них, конечно, Остановка. Администрация индустриального района. любимая остановка. Уважаемые Второго пассажиры, троллейбуса. пожалуйста, Да. будьте внимательны друг к другу. Уступайте место для сидения Любят пассажирам с здесь детьми и устраивать пожилым людям. конечную. Будьте взаимовежливы. Ну, у нас же есть 2D, который туда едет. Д это значит длинный, Да. я так понимаю. 2D, потом есть 4D, но сейчас он не ездит. И теперь уже 10D. Пересекаем где-то здесь улица Кунгурцева. Да. Кунгурцева. Я глаза открыла, следующий это будет русский дом. Арбском. У нас племянница здесь живут, в этом районе. Ну, у них почему-то дальше дом. Дальше. Со стороны микрорайона столичного. А они выходят на Арбском доме. Твои любимые там товарищи. Я вот из-за этого не поехал сюда. Ну, я имею в виду, что Остановка. не выходил я Русский дом. Тебе их снять попробовать. Уважаемые взрослые, во всей не красе. будьте равнодушны к опасным Сейчас шалостям снимем. детей на дороге и в общественном транспорте. Их 2. Я из-за этого не выходил. Я это маршрут задумал так, чтобы не выйти здесь. Не дай бог, да? Да. На самом деле это кажется вот так смешно, что это, а для меня это на самом деле очень серьезно. Мы верим, Потому верим. что я не могу вот выходить в каких-то таких местах. Можно же не смотреть. Я обязательно посмотрю туда автоматически. Сейчас будет микрорайон столичный. И, по-моему, недолго на самом деле, вот так думаешь. Сейчас мы будем приезжать в Комсомольскую. Следующая. Остановка. Микрорайон столичный. Я их тебе снимаю. Кошмар. Это, по-моему, это ЖК дальше, ЖК «Друзья». И оно дальше. Не знаю, тут что-то кто только не строит. Тут уже так много жилых комплексов. Вот это сейчас будет микрорайон столичный. Это же он, да? Столичный микрорайон. И водитель так сказал. Ну, не водитель, а информатор. Микрорайон столичный. Я уж по старинке. МВД Удмуртской республики предупреждает, что употребление алкогольной продукции в общественных местах запрещено законом. Нарушителям грозит штраф до 1500 рублей. Где-то здесь находится столичный лицей. Да. По-моему, мы его проехали, да, уже? Да. Ну вот да, где-то здесь он находится. Я была там. По работе? Угу. Все там. Современный ремонт уже. Сейчас будет Комсомольская, улица Комсомольская, остановка, я имею в виду. А пока... 4 этажа посчитала. Что, 24 Ижевске этажа. 2, что ли, улицы Комсомольская? Не, но Следующая. остановка вот эта Комсомольская, а это Банкирское шоссе, вот все еще. Остановка просто Комсомольская, у нас там тоже Комсомольская улица есть. У вас? Это улица, а это как бы типа остановка. Котовского, Комсомольская. Зачем так интересно, да? А это остановка. А раньше тут был ударник и ударная. Не, ну вот это... Кинотеатр ведь, по-моему. Да. Ну вот это микрорайон столичный ударная, а Комсомольская это Комсомольская. Вот тут еще стоит, по-моему, вот это друзья.
ЖК «Друзья». По-моему, так. О, Он с той стороны, друзья. Ага. Сейчас поворачивайте. А мы сейчас будем поворачивать? Будем поворачивать на 9 января. Небольшой отъезд. Есть 9 января. На РКБ. Где? Республиканскую. А где остановка баня? Баня. вы проехали ведь уже баню? А, поехали, да? Вот 22 мы будем эту остановку. 9 января. 9 января, получается, слева, нет, справа осталось. Да. Он немножко по-другому ходит. Дольше? Дальше? Больше едет или... Нет. Остановка. Комсомольская. Комсомольская, ага. Уважаемые Поворачиваем. пассажиры, оплата проезда в общественном транспорте является обязательной. А на За следующий мы безбилетный выходим. проезд Нет. предусмотрен штраф в размере 500 Через рублей. остановку. При повторном нарушении правил оплаты проезда Через две. в течение года Ладно, пассажиру говори. грозит Я штраф скажу 1000 вам, рублей. это на самом деле очень далеко. Еще Выходить даже не хочется, тут так тепло, уютно. он говорит, еще далеко ехать, так что греемся. Воспользуйтесь. Что на улицу выйдешь, все равно... А вот это какая улица, по-моему, я уже вот здесь все. Не могу сказать. Поликлиника на РКБ. Выставочная. Здесь лес. Здесь есть книгу. Вообще-то нас куда-то повезло. Сусанин. Но для вас это тоже ходевать какие-то новые места. Сейчас будет две городские больницы, ГКБ номер 7, по-моему, и какая тут еще я. Вот это я уже здесь все. Тут какая-то еще городская больница есть. Тут республиканская больница. Остановка. Ну, не- Городская клиническая больница номер Даже 7. здесь? Номер 7. Даже здесь родился. В этих Внимание пешеходов. В пятом Переходите районе, что дорогу ли? только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Там еще Убедитесь, есть, что да. водитель Ветеринарный транспортного центр, средства там вас еще. видит и пропускает. В темное время суток используйте световозвращающие элементы. Сохраните свою жизнь и здоровье. Ну там просто республиканский уже роддом. Сейчас будем слушать название остановок внимательно, чтобы не ошибиться. Да. И тут даже в таком лесу вот стройка идет. Следующая остановка. Республиканская клиническая больница номер 1. Да, ГКБ номер 1 и ГКБ номер 7 было до этого. Тут городская, а там республиканская. А, да. Вот. Посмотрите на Ольгу. Она вся в работе. Сейчас будет веб. И не электропередач. Не знаю, почему остановка так называется. Веб. Что? Тут вообще грязно вон это. Где там, что там есть на этих линиях электропередач? Остановка. Электромагнитное излучение. Клиническая больница номер 1. Уважаемые пассажиры, держите руки на безопасном расстоянии от открытых дверей, не препятствуйте их закрытию. Здесь у нас в автобусах, вот я заметил, у нас изменили голос объявления остановок. Теперь она объявляется другим голосом. Если раньше было... Следующая остановка. Ботанический сад Кунгур.
Да, вот мы промкомбинат и, по-моему, вот эти ЖК. Если раньше у нас объявлял просто другой голос, то теперь у нас автоинформация, которая будет, как я понимаю, по ГЛОНАССу. GPS. Что, лес нужен, что ли, тебе, Леонард? Конечно, это же тоже... Это же часть маршрута. Природа. Летом, конечно, здесь красивее. Вот оно, вот. Линия электропередач. Остановка. Ботанический сад Уду. Уважаемые пассажиры, будьте осторожны. Чтобы избежать падения, держитесь за поручни. Лесу. Ботаника. Откуда здесь вот взял? Что? Ихний филиал, значит. Ботанический сад ОГУ остановка. Откуда? Ну, потому Ихний. что на Удмуртске, где они ботанический сад-то найдут? Удгута. Только в природе. Где Сейчас естественная природа. слушаем, не поворонить бы нашу остановку. Если мы повороним, это будет все. Пешком надо вылезать. Да, погода не очень уже. Сейчас какая остановка будет? По-моему, ЛЭП. ЛЭП. Линии электропередач. Как красиво. Да, она есть. Повезло тем, кто живет здесь, у них есть рядом. В лесу живут, да. А вот там, по-моему, уже виден жилой комплекс на цветочный похож. Во всяком случае, яркий, как цветы. Сейчас узнаем. Перестал включаться этот Вот уже Леонард Даматова. Остановка. Промкомбинат. промкомбинат и следующий цветочный Уважаемые город. пассажиры, не Всё? забывайте Дома свои вещи. красивые, При вчера обнаружении мне посторонних показывали. предметов не трогайте и не перемещайте их. Пожалуйста, немедленно сообщите о них кондуктору или водителю. Еще мы будем выходить, наверное, да? Нет, лучше передом здесь. Держитесь. Дальше я так это, Следующая. чтобы не мешаться. Следующая наша, да? Ну, вот это заканчивается наш 19-й маршрут. Это был канал «Да, что не помните». Сейчас мы будем выходить. Ну, это ЖК, по идее. Скажешь, что еще не наша. Цветочный, наверное, где это? Цветочный город здесь. Комбинат был, конечно. Сейчас, он не на конечный, нет. Если мы доедем на конечный, мы пойдем пешком. Имейте в виду. До Воронежа мы пешком пойдем. Что, прямо до Силтинской пешком-то? Вот бригада. А, ну все. Следующая. Остановка. Конечная. Выставочная. Сейчас. А мы сейчас выходим. Наверное, сейчас, да. Не сказали, какая остановка. Куда у нас идет? Куда идет?